Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова и знакомство с участниками выставки «Агрокомплекс-2021». Это значимая и авторитетная площадка, один из самых масштабных и эффективных отраслевых проектов России. Участники из 37 регионов России, а также Чехии, Венгрии и Беларуси. Чехии вот только маленький средник, то что Никола могла приехать. Меня зовут Никола Бушкова, я аграрный дипломат посольства Чехии. И мы в этом году работаем в новом формате. Так как компании, к сожалению, не могли приехать, мы их представляем заочно. С помощью видеороликов, каталогов. У нас всего 9 компаний, которые предлагают сотрудничество в области поставки племенных животных, генетического материала, ветеринарных препаратов, и также оборудования для животноводства и пищевой промышленности. У нас какое-то взаимодействие есть? Полностью, да. Серьезно? Да, То есть да, вы уже не первый год, наверное, Я у нас? пятый. Вы пятый год уже, да? Пятый. Ну, какая динамика? Вверх идет? Как? Да, работаем. То есть получается? Да, получается. Ладно, хорошо, спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Вроде. Группа компании Matrix Универсал. Мы местная компания. Основная задача. В Локотках я, по-моему, приезжаю, вижу справа, да? Да, это наша база. Я еще гляжу, там порядок какой-то у вас. Наша база. А там единственное, у вас примыкание есть в трассе или вы оттуда выезжаете? Нет, там светофор у нас. Вот так вот. Да, прямое примыкание. Это наши А что, у вас здесь сборка или вы дилеры? Мы дилеры мировых производителей. И техобслуживание, наверное, Техобслуживание, да. У нас комплексный подход. Также мы являемся поставщиками средств защиты растений, семян и молочные проекты мы осуществляем. А капремонт делаете, нет? Капремонт, все там у нас мастерские, склады. Полная модернизация иностранных. Да. Компания вот Крона, компания GCB. GCB. Россельхозбанк, значит, несколько хороших вещей, вот как школа фермера, покупать. Школу фермера запустили, второй выпуск уже. То есть, а так показатели банковские нормально все? Нормально, сельская ипотека, мы первое место заняли. Первое место в Российской Федерации. Серьезно, по сельской, да. У них... А на этот год, эта программа есть? Она есть. Нормально, да? Примерно тем же темпом, да, совершенно верно. За первый там, по-моему, какие-то изменения добавили в нее, какие-то упрощения. В конце года упростили. Да, вот так. У нас шеф встречался с Владимиром Владимировичем, и там большие объемы нужны. Ее чуть-чуть ослабили. То есть в одни руки ослабили требования, поменьше ставки можно вот так, да, по сумме облегчения оставили. А там какая ставка вообще? 2,7. А в конце года была вообще 0,1 для зарплатных клиентов. Мы за счет этого еще получили. А сейчас есть заказы? Народ идет? Да. Мы по первому кварталу 1 миллиард рублей планируем, были 500 семей получит. То есть идем тем же хорошим темпом. Спасибо большое. Спасибо. Они близко и с сервисом, и с специалистами везде работают в России. В любом случае, мы понемножку, сейчас прошу прощения, мы тут подслушали вас, получается. Хочется спросить у нашего гостя, как вообще потенциал Республики Башкортостан расцениваете? Мы очень, Башкортостан очень большой потенциал для развития бизнеса с Австрией. Мы уже многие годы работаем в разных сферах, уже несколько фирм уже работают и инвестировали из Австрии здесь, как например, Lasselsberger или Kronospan, это большие фирмы в промышленности, а есть и сельхозсектор, или производство продуктов питания и другие. Нам очень интересно развивать наше сотрудничество. Есть и представительство Башкортостана в Вене, и у нас очень тесные связи. Только в прошлом году было трудно с иностранными бизнесменами путешествовать в страну, из-за этого немножко потеряли время. И расскажите о нашей планируемой бизнес-миссии из Австрии в Республику Башкортостан бизнеса. Мы очень надеемся, что очень скоро мы можем организовать и реальную бизнес-миссию с австрийскими фирмами под руководством генерального секретаря Федерального палаты, бывшего президента парламента Австрии, вместе представителями и наших министерств и разных фирм.
конкретно надо и встретиться с людьми. Виртуальные мероприятия не полезны для знакомства, а для разработки конкретных проектов, личные контакты очень важны. Маргарита Дмитриевна, что дает Республике Башкортостан вот эта бизнес-миссия? Вообще, что дает нам взаимоотношения? Прежде всего, мы можем показать весь наш потенциал лично. Гости, когда приезжают в республику, мы готовы показать те предприятия, которые уже работают, показать их опыт, показать наши возможности, показать нашу прекрасную особую экономическую зону Алга и другие наши территории, в частности и туризм, потому что, естественно, для нас основной задачей сейчас на сегодняшний день является также развитие наших прекрасных туристических дестинаций. И коллегам и нашим друзьям из Австрийской республики также туризм сюда, в республику, также интересен. Это так? Мы до прошлого года июля у них был прямые связи из Вены в Уфу и обратно. И мы, конечно, надеемся, что скоро и будут такие прямые рейсы, потому что чем быстрее, чем легче можно... По задаче Ради Фаритовича этот рейс будет возобновлен, и по задаче Ради Фаритовича мы также будем готовить пакетные туры выходного дня для наших гостей из Австрии. Спасибо, ждем в гости всегда. Спасибо. Здравствуйте. 46% рынка России держит по биоудобрениям. Ух ты. Вот я только хотел сказать, вы наше предприятие уже хорошо знаете, так? Что вот за предыдущий 2020 год мы дали уже производство и начали производить новые, 7 новых препаратов, микробиологических препаратов. Чтобы все-таки химия, хотим, не хотим, мы все знаем, что химия насколько действует на здоровье. Все. Чтобы здоровье нации все нам восполнить, все-таки мы микробиологическое производство. Вот начали производить такие препараты. Вот у нас вот выставлены новинки. Первое – инсектициды. Вот проблема, у нас ведь была проблема с пчеловодами, когда мы химией потравили пчел. Вот он борется против вредителей. Пчелы абсолютно безвредны, как и для человека, и все. Вот такой биологический инсектицид мы выпустили, теперь мы его уже по производству. Сейчас вот после регистрации полностью будем мы его производство. Второе. У нас вот энтомофаг. В этих, значит, в теплицах, даже приусадебных, где паутинные клещи, трипсы, все, борьба. Природный клещ борется с ними. Притом эффективность от химии 80-85%, от него 100% эффективность. 100%. Вот это вот энтомофаги. Ну и мы расширили линейку других еще препаратов. На 1000 гектаров как энтомофаги вносить? На 1000 гектаров вот в промышленных хозяйствах как вносить энтомофаги? Вот эти энтомофаги его обычно вносят только в тепличных хозяйствах. То есть это маленькие небольшие комплексы? Да, это вот где-то гектар, 5 гектар. Ну, вот. А вот препараты, вот клещ, пожалуйста, вот он. Вот он сейчас придет, его будет съедать. Получается, сам клещ, вот он такой блестящий, крупный. Вот получается мелкий, это паутинный клещ. Вот паутинный клещ, вот он его взял, все. Да. То есть вот так вот. Спасибо. Можно поздороваться? Шанс Тиган. Да, средства защиты растений. Вот, директор наш. А где предприятие? Сальтамаки или Шимбай? Нет, Шимбай, Серьезно? А у вас там что получается? Склад? Производство закупаете где-то? Нет, производство в Липецкой области. Закупаем только ДВ зарубежное. Производство в Липецкой области. У вас хранение и офис получается? Да, хранение, офис, да, и распространение по республике. Да. Загляну как-нибудь. Загляну как-нибудь. Я же в Шимбае. Но Министерство сельского хозяйства всегда нас на семинары приглашает, мы во всех участвуем. Хорошо. Я рад. Добрый день. Здравствуйте. Кирово-Чепецкая химическая компания. Мы производим средства защиты растений уже достаточно давно, более 20 лет. На территории Республики Башкортостан уже больше 10 лет. Защищаем основные культуры: зерновые, сахарную свеклу, горох. А здесь у вас представительство, филиал? Да, у нас здесь представительство, да, из нескольких человек. Смотрите, у нас сейчас рассматривается проект, мы очень хотим здесь, на территории республики, построить межрегиональный хаб по хранению пестицидов. То есть такое
большая постройка для того, чтобы обеспечивать регион Урал-Поволжье. Вы с министром работаете, да? Потому что да, если вы что-то большое, они хаб хотят построить, в курсе, да? То есть мы хотим как бы и сами его использовать, и частично сдавать в аренду. Да, мы поможем вам и с землей, со всеми. То есть это было бы такое, отлично. Главное, инвестируйте. Да, спасибо вам. Агромир компания. Семинар. Был в Давлекановске выступал на инвест-части, купили завод и будем производить запасные части и комплектующие. В какой сейчас стадии у вас там дела? Сейчас, в принципе, уже разрабатываем, модели все разработали, станки часть приобрели, часть вот сейчас фонды развития промышленности. Это вот то, что мы через инвест сейчас пропускали, да? Да. Вот, когда готово будет посмотреть? Завод где-то, думаю, месяца через 3 мы уже... Приглашайте, я в Давлеканово давно не был. Как раз Ради Фарич, мы по экологии тоже выставились, то, что видели фундамент, который у вас должен быть, это тоже молодцы. аппарат еще в течение 2 месяцев. У нас семена в Австрии, завод в Татарии, хотелось бы этот завод и еще у нас был. Так, давайте, а что нужно сделать? Компании. Тоже бы делегация. Давай. На инвест-час и все. Очень быстро, мы решения быстро принимаем, быстро помогаем. Все, спасибо. Всего хорошего. Здравствуйте. Андрей Геннадьевич, вот это вот магазин готовых решений, то, что мы мечтаем об этом. Вот как раз, чтобы, типа как Костара мы заходим, здесь мясопереработка, здесь молпереработка, здесь там кумыс и так далее, таких сотни. То есть для предпринимателей-переработчиков сделать готовый бизнес уже. С поставщиками А что это такое вот вообще? Для чего это? Это что? Это вакуумный массажер для массирования и переработки мяса. Это инъектор. Это для фасовка, наверное, да? Фасовки, да, и вакуумная упаковка. А это импортные или сами делаете? Это импортные, да. Вы дилеры, получается, да? А чье производство? Это все Германия. Германия? Хлебопеченье, колбасы, там, вода, соки и так далее. Нам же 2000 предприятий надо создать переработкой 26. Да. А что вот с ними, как видите, работу? Например, если для крупного бизнеса там месторождение и прочее, да, а для малого бизнеса, вот, например, зашел здесь в производство колбасы, вот здесь все, да, он зашел, например, выбрал себе и говорит, я хочу заниматься колбасой. И мы ему в кредит отдали все оборудование, и он производит колбасу. Да. Мы принимаем программу переработки, хотим вот именно туда двинуться. И у нас там будут меры поддержки именно по перерабатывающей, на закуп оборудования, льготные кредиты и прочее. Так что, спасибо. Радикович, как и за Кубань и соя. Мы уже 20 лет работаем с Башкирией, очень плотно работаем. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Работаем, ранние гибриды, целая линейка ранних гибридов. Мы уже дошли до зерна. И хочу тут же вам предоставить масло, чтобы вы понюхали. Это бабушкино масло. Да. Это салават, с которым мы уже 15 лет работаем по кукурузе. В этом году вот он по это пшенице. масло из какого зерна? Это подсолнечное, да? Для салатов. Для салатов, да? Да, очень вкусно. А это вот что такое? Это соевый. Это вот соя, да? Сами выращиваете? А имеет смысл сою у нас выращивать? 23 центнера получили. Да, это хорошо, да? По семенам, по схожести, 98%, 98,6%. Это схожесть, хорошие семена. Спасибо. Радик, по выставке можно с утра до вечера ходить, мне кажется, столько интересного. Можно вечно здесь проходить, да. А вас-то что впечатлило? Мне интересно просто, понимаете. Вот новое поколение Хабибрахмана. Шафуат сейчас в Узбекистан уехала. Меня зовут Диана, я являюсь заместителем главы ПТХ Хабибрахмана, с которым вы уже знакомы. Это дочь старшая, да, по-моему? Да. Вот. Сегодня мы представляем выставку и рассказываем о людях, которые работают и работали на протяжении многих лет в нашей компании, и которые помогли нам выжить в эту пандемию, которые нас всегда поддерживали. У нас работают и семьи, и вот по отдельности и братья, и сестры, и многие поколения. У вас вообще как ситуация? Нормально? Со сбытом все нормально? Все отлично. Здорово. Прям очень переживаю за предприятие. Год мы прожили, так это проблемный, так что все будет нормально. Очень даже хорошо. Маме привет большой передавать. Большое, обязательно передам. Рада была встрече. Спасибо. Большое. Андрей Геннадьевич, пахнет? Пахнет. Не сильно, но видно помыли, поэтому...
Вкусно. А где выращивают эти помидоры и огурцы? В Буздякском. В Буздякском? В Буздякском районе. Наши? В личном комплексе, да. Вкусно? Это у нас Светогор, пупырчатый огурец. Как раз-таки новый посев. Надеюсь, вам понравилось? Да, очень вкусно. Я даже не ожидал, что они такие вкусные. Я думал, они такие. Пластмассовые? Пластмассовые. Да. Нет, они очень-очень вкусные, такие сладенькие. Очень гордимся нашим урожаем, то, что мы в Буздякском районе выращиваем при помощи поддержки Министерства сельского хозяйства, при помощи правительства. А сколько выращиваете? У нас, получается, 13 тысяч овощей в год выращивается, где-то в среднем 130 килограмм. 13 тысяч тонн? Да, 13 тысяч тонн, это только по закрытому грунту у нас. И порядка всего сельхозпродукции у нас 116 тысяч тонн, это по открытому и по закрытому грунту. Вот как-то так. А называется ваше предприятие? Крестьянское фермерское хозяйство Хабиб Рахманова Шафат Маматкуловна. Спасибо, мы были у вас, нам понравилось. Спасибо вам огромное. Приятного аппетита. Это все наши фермеры, помните, в 2018 году проходили, их вообще не было. Теперь видите, ни конца, ни края нет. Мы в этом году выставили по блокам, уже мы себе можем позволить, 362 кооператива на сегодняшний день. И вот за год закрыли 1,5 миллиарда. 2 года назад было 300 миллионов выручка всего, сейчас уже 1,5. Мы надеемся, что этот год закончим 2 миллиардами 2021 год. Вот благодаря поддержке именно республики. Мы уже выставились, уже и можем выставиться по блокам. Ришат, вот мы им в рамках... Мы им давали первые по 3 миллиона. Сейчас в рамках вот этой пищевки, значит, мы делаем не 3 миллиона, а до 15 миллионов. Но мы поменяли. То есть мы принимаем программу поддержки именно вас, да, потому что мы там очень серьезно хотим поднять переработку. Берут в магазинах, да? Абсолютно. Это вот настоящее масло, да? Вот городская масло настоящая. Сегодня мы только делали. Курорт тоже давно забытый. Вот такой у нас стал. Такие вещи мы стараемся делать. Закупаем у населения молоко. 12 мест создали в деревне. А у вас где площадка? Вот где ваш... Сретамасский район. Сретамасский район, да? Совсем юные еще, они даже первую господдержку не получили. А самое главное, куда вы поставляете? По магазинам? Мы вот, знаете, у нас не хватает ресурсов, мы поставляем по супермаркетам, вот где центральная логистика работает. Да. Ну, у нас обороты, конечно, за них выросли, но самим доставлять у нас пока возможности нет. Ну, мы заняты просто... А самим доставлять вам что нужно? Машина, получается? Ильшат, а вот в рамках вот этой нашей программы переработки туда, может быть, на субсидирование, закупку машины, вот они говорят, что есть там, да. У нас просто документ комплексный, он тяжело идет, пока вот Минэк, Минфин прошли, сейчас юристы. Мы скоро программу примем. Да, я думаю. Вот они ее уже 3 месяца делают, но... Вообще поддержка всегда чувствуется. Спасибо. Тоже вот это очень активно в этом году. Рафиш, ну отсюда уже не уйти, так вкусно все пахнет. Тоже стритамак. Азамат нас тоже как раз под программу ему готовим. Да. А что? Объемы увеличиваются или нет? Ну, я хочу в этом году увеличить где-то по безалкогольной продукции. Очень сильно хочу увеличить до 1000 тонн, ну, в смысле, еще плюс на 1000 тонн по сравнению с прошлым годом. Но это по безалкогольной продукции. Я понял, да. Спасибо. Подожди, я покажу. Вот, Владимир еще. Здравствуйте, Радимир Борисович. Ваши эти студенты да? хотели бы выразить большое спасибо Ильшату Ильдусовичу за поддержку. Вот мы занимаемся переработкой. Они на новый формат перешли. Да. А куда сдаете вот это? Вы как... В Германию мы поставляем. Серьезно? На экспорт. Саудовская Аравия берет. Серьезно? Да. А как вы вышли на Германию? Мы же участвуем на выставках постоянно. Вот в Абу-Даби на выставке были, в Дубае были на выставке за счет экспортного центра. А в Германии у вас кто-то оптом берет и сам там раскидывает, да? А на какую сумму вы экспортировали примерно в прошлом году? Сейчас скажу. Сейчас ты был в Арабу, 800-900 тысяч копеек. Ну, такие мелкие начальные поставки. 800 тысяч рублей. Да. Это 2-3 месяца раз поставляем. Им очень нравится продукция. Они на натуральном хорошо подценят. Ну, возьмите, посмотрите. Посмотрите. Кооперативы, да. Большой блок с этой продукцией. А вот, уходит на переработку. Здравствуйте. Это запустили, да? Запустили, да. У нас были в мае еще. Да. Очень вкусный же у вас этот сыр. Да. Нормально? Берут? Ну, немножко тяжеловато. Начинаем только этот, А почему тяжеловато? Ну, во-первых, еще на рынке не зашли, да? Да, не зашли еще. Забыли наш сыр, во-первых. Немножко подзабыли люди.
в сети немножко посложнее зайти. Но на оптовых рынках уже мы везде присутствуем. Но уже начали продавать, да? Начали продавать, да. Да, молодцы. Там я когда в Бакалах буду, загляну к вам. Ну вот в том помещении, где вот там уже все жизнь кипит, получается. Да? Сколько человек работает? Ну, у нас пока мы, допустим, только сырые делаем, а вот к лету мы планируем еще целую молочную продукцию. Молочка, да? Да. Да, ваше там помещение позволяет. Позволяет, помещение есть, мощность. Здорово. Спасибо. Продукт Башкортостана. Алексей Николаевич двигается. Добрый день. Здравствуйте. Проект «Объединяем 515» на сегодняшний день производители выставили продукцию инновационную. Лилия, расскажи, новинка. Лилия, я молодой ученый в Башкирском государственном аграрном университете. Представляю факультет пищевых технологий. Сегодня мы принесли попробовать вам уникальный зефир с пыльцой. Этот продукт нашей разработки получил огромное количество наград, является лекарственным. Вы можете его попробовать, продегустрировать. Также на основе его переработки работали пчеловодством. Также вы можете попробовать, он будет участвовать в международном конкурсе «Агримондия». Спасибо. Хорошо. Здравствуйте, стартоватский хлебокомбинат. Новинки тоже представили. У вас я был? Пряники, да. Да, мы помним вас. Нормально у вас там дела? У нас все хорошо, несмотря на сложный 2020 год, мы выпустили много новинок. Одна из линейка «Вес-контроль», разработана совместно со школой диетологии «Доктор Барменталь», где посчитана калорийность каждого кусочка. Вот здесь вот всего лишь 5 килокалорий в одной печенье. Это нам подходит. Да, это очень легко подсчитывать калории. Мы все такие на хлебокомбинате. Стройные. Едим без контроля. Пройдем дальше, там шоколад. Но это трава Башкирия наша с новыми продуктами, совершенно и с чаем. Иван-чай, вот я вижу. Кисель для детского питания. Я практически дома Иван-чай пью сейчас только. Вот ферментированный Иван-чай. Такие Он же, лучшие у нас травы. Иван-чай, получается, вся Европа пила Иван-чай, пока англичане чай не привезли индийский. Вот эта история такая была. А это единственный шоколадье в нашей республике. Добрый день. Мы производим стерлитамаки. У нас производство полного цикла настоящего шоколада. Да, конечно. Это сами делаете, да? Абсолютно полный цикл. Мы закупаем сырые какао-бобы. Вот этот какао-боб из Венесуэлы пересек половину земного шара. В составе только какао-бобы премиальных сортов и тростниковый сахар. Все. Либо, если это белый и молочный шоколад, мы добавляем еще мелюзовское сухое цельное молоко. Оно, кстати, вкуснее даже колумбийского, который используют многие шоколадье. Объемы большие у вас? Мы уже до полутонны достигли, полтонны в месяц. Мы можем достигнуть еще больше. Более того, мы мечтаем открыть Стерлитамак, потому что мы очень любим свой город, мы в него верим. Мы мечтаем открыть музей шоколада, настоящего. Вот если вы обратите внимание, Салават Юлаев, карта Башкирии, вот, собственно, наш логотип. Но для этого нам нужна чуть-чуть поддержка. Все, я главе сегодня скажу. Он вас, вот это, да, вот телефон есть? Да. Это наш Авдон, полностью восстановился, работает. Авдон, да? Русское зерно, да. Пак Александр Александрович, генеральный директор. Да, очень приятно. Как у вас там на предприятии? Угощайтесь, вареные, вот разных категорий. Подайте, пожалуйста, нашу продукцию, рулеты. Спасибо. Да. Как вообще там предприятие? Все у нас, слава богу, цены мы зафиксировали, не поднимаем, как в соответствии с соглашением с министерством. Производство идет по плану, то есть мы объем выдадим этого года. Несмотря на там какие-то разговоры, что снижение производства будет, у нас объем будет произведен, то есть и яйца, и птица. А планы есть какие-то расти дальше? Планы есть расти дальше или нет? Планы расти дальше у нас, спасибо за подтвержденный инвестпроект по честным нашим. Это рост производства не даст, это просто даст комфорт, экологию, все хорошо, там стройка идет, мы все по плану, то есть все двигаемся в этом году, запускаем, и август-сентябрь, пуск честных уже. Спасибо. Добрый день. У вас нормально все идет, да? Да. Масло запустили, буквально пополнили. Творогом 5% представлены во всех локальных сетях. Все хорошо. Рад Фаридович, все хотела спросить вас. Вот выставка интересная, красивая, идет, закончится. А что потом? Ну как, во время выставки же идет, это вот то, что я прошел, это как бы некие ритуалы формальности, ознакомления.
А сейчас вот начинается самое главное. Сюда же приезжают там все наши сельхозпроизводители и смотрят, что им предлагают. Вот мы сегодня, я с удивлением узнал, что у нас, оказывается, появляется определенный дефицит сельхозтехники на рынке. Люди не могут вовремя купить. Поэтому вот установление контактов, которые потом перерастают в заключение контрактов, которые потом перерастают в то, что на наших полях появляются не эти старые убитые трактора, а вот эти красавцы. Вот все. А это, соответственно, потянет с собой урожайность, экономику и так далее. Вот все. Очень просто на самом деле все. Просто, но очень сложно. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания.